Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 21 сентября. Это у нас будет среда. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Овны первые. 21 сентября, среда. События для овнов. Так, смотрим овны. Подарочек первое, что увидела, вы можете получить в среду. Получить или подарить. Застолье. Повод для подарка. Прибыль. Ну, кстати, прибыль может быть тоже подарком. Да, например, подарят деньги или подарят какую-то ценную вещь. То есть это же тоже прибыль для вас. Похоже, у вас будет какое-то событие. Так, разочарование еще может быть. Колодец. И тут же выпадает надежда. Да, то есть даже если что-то вас расстроит, у вас все равно есть надежда на то, что все будет хорошо. Угу. А расстроит, знаете кто? Какой-то представитель закона власти. То есть какой-то важный влиятельный человек может расстроить. Рядом с ним выпадает, да, колодец. Ну или с ней, неважно. Рыбу нельзя. Смотрим горизонтали, вертикали. Приглашение. Смотрите, может быть, даже вас позовут. Приглашение на какое-то торжество, да, то есть на застолье, и вы идете с подарком. Может быть и так. Встреча. Здесь нет карты, здесь смотрим, нет совпадений. Цыпленка нельзя. Нет совпадений. Получается, у вас в этот день выпал подарок, встреча, застолье, прибыль, приглашение, да, то есть все плюсы. Из минусов только какое-то расстройство, разочарование из-за важного влиятельного человека. Но при этом есть надежда, то есть говорит о том, что вы расстроитесь, но вы будете понимать, что это можно решить, да, так как выпал подсвечник. Так что, овны, вот такая информация у меня для вас на среду. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к тельцам. Тельцы. 21 сентября. Среда, события дня. Покажите мне для тельцов. Так, тельцы, смотрим. Первое, что выпало, череп. Череп – это тема болезни, тема здоровья, медучреждений. Возможно, вы будете заниматься своим здоровьем в среду.
Получение информации. Новость. Так, сейчас я еще посмотрю. Горизонтали. Письмо вижу. Письмо тоже получение может быть новости. Да, то есть карта подсказывает, что точно получите какую-то информацию. Или еще как вариант, письмо — это получение документа, справки, бумаги какой-то. Тоже так проигрывается. Смотрите, рядом выпадает надежда. Возможно, вы очень сильно надеетесь на это получение в среду. Так, сейчас еще смотрим. Здесь нет. Здесь есть еще 2 сердца. Это любовь. Все хорошо в личной жизни. Ну, здесь нет. Получается, у вас может быть плохое самочувствие в первой половине дня. Ну, или вы будете заниматься здоровьем, карта показывает. Дальше получение информации, получение чего-то, на что вы очень сильно надеялись в этот день. И все хорошо в личной жизни. Так что у вас, видите, только минус — это тема здоровья. Ну, может быть, вы просто уже куда-то записались к какому-то врачу. Тогда тоже выпадает череп. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу я к близнецам. Близнецы. 21 сентября. События дня в среду у близнецов. Покажите мне, что будет. Слезы. Первое событие. Ну, слезы могут быть и от радости, поэтому пока не расстраивайтесь. Сейчас посмотрим, что дальше. События рядышком, если выпадают, они обычно указывают, что это за слезы. Друг нельзя. Дети выпали, цыплята. Возможно, дети доведут до слез или да, вот вызовут какие-то такие очень сильные эмоции. Это могут быть не ваши дети, это могут быть дети, допустим, там друзей, младшие братья, сестры, крестники, племянники. То есть тут вот, если у вас своих детей нет, это могут быть и чужие дети. Дети соседи выведут вас из себя как вариант. Разлука. Может быть, это слезы по поводу расставания. Ссора. Тут, видите, поводов хватает, да? Ссора, разлука. Подарок нельзя. Гости. И обман. Угу. Ну, ссора подсказывает. Ссора будет из-за того, что будет обман. Да, маска. То есть кто-то одевает маску и обманывает вас. Вы в этот день узнаете, да, что человек все это время носил маску, допустим. Из-за этого ссора. Нерешенный вопрос еще есть. Цепочка. Если ножнички не выпадают, то решить его невозможно. Да, то есть как бы вы не хотели, тут маловероятно, что решится. Угу. Так, и здесь я не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день слезы будут, будет общение с детьми, будет какой-то нерешенный вопрос, ссора. Ну, это такая несерьезная, но тем не менее, да, то есть все равно это неприятно. Может быть, с кем-то разлука, расставание.
Гости, ну, кстати, как вариант, говорю, с гостями, да, провели время, и чемодан показывает, расстались, да, то есть может так тоже проигрываться. Гости, и еще в этот день вы вскроете какой-то обман, да, то есть вы узнаете, что кто-то вас обманывал, и, возможно, вот как раз с этим человеком и будет вот эта ссора. Так что, близнецы, вот такой у вас день. Непростой, да, потому что и как-то с делами не очень, да, и отношения, показывает, ссора могут быть. Благодарю за внимание, надеюсь, вы сможете как-то этого избежать. Переходим дальше к ракам. Двадцать 1 сентября. События для раков. Покажите мне, пожалуйста. Угу. Так, смотрите, у вас первое, что я увидела, это рыба. Рыба всегда показывает скользкое дело. Да, когда кто-то пытается вас обмануть, какие-то схемы, жульничество, поэтому будьте максимально осторожны в этот день. Поездка, видите, рядышком еще выпадает дорога. Возможно, подсказка, возможно, это будет в дороге. Да, какой-то обман, жульничество. Или связан с дорогой. Да, например, нужно купить билет, и вот, да, какую-то вам там предложат выгодную скидку, окажется, что это потом или вранье, да, то есть или это был мошенник, поэтому будьте максимально аккуратны. Застолье может быть еще в среду, бокал. События в доме. Ну, поэтому и застолье, да, потому что есть какое-то событие и застолье. Возможно, вы едете на это событие. То есть иногда показывает, что событие не у вас дома, а просто имеется в виду вся семья. Родственники, у родственника у кого-то. Исполнение желания. Разлука. Чемодан. Может быть, вы едете один или одна. Да, то есть чемодан показывает не всей семьей. С кем-то будете расставаться, кто-то дома остается. Так, хорошо. Сейчас я еще проверяю, что здесь. Тайная какая-то встреча. Какая-то тайная встреча. Так, хорошо, значит, получается, смотрите, тайная встреча, скользкое дело. Да, вот тут вот могут быть тоже вместе проиграться. То есть получается, что вы, встречаясь в тайне, да, то есть обманываете, да, тех людей, от которых вы эту встречу скрываете. Поэтому это тоже скользкое дело. Так, хорошо, получается, у вас будет скользкое дело в этот день, будет поездка, будет застолье, событие, исполнение желания, получение желаемого, разлука и какая-то тайная встреча. Вот такие события, раки, у вас. В общем, вам надо быть осторожными со скользким делом и с какой-то тайной встречей. Потому что вот эта тайна может стать явным, да, по рыбе. То есть это откроется и будет потом не очень хорошо. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Так, левушки, смотрим.
21 сентября, среда, события дня для львов. Покажите мне. Угу. Так, сундучок. Прекрасно, потому что сундучок показывает прибыль. У вас будет, да, то есть прибудут деньги, прибудут что-то ценное. Да, что-то, что можно сложить в свой сундучок, да, в свой кошелек. И тут же мешочек с деньгами. То есть тут либо показывает, что у вас будет два источника дохода, либо могут быть доходы и расходы, потому что мешок еще иногда, видите, показывает, деньги высыпаются, то есть когда мы из своего мешочка достаем, да, то есть тратим. Ну тут у каждого зрителя по-своему проигрывается. Если вы часто смотрите, вы уже могли заметить, да, как у вас он больше проигрывается. У меня вот лично он проигрывается больше как траты, чем как поступление. Ожидание. Показывают, возможно, смотрите, знаете, как может быть ожидание этих денег, да, то есть вы ждете, а это просто показывает, что точно получите. Может еще так тоже быть. Успех. Даже можно сказать победа. Лавровый венок – это венок победителя. Поэтому, если вы там где-то собираетесь с кем-то соревноваться в этот день, меряться силами, то точно вы победите. Угу. И ножнички еще подтверждают, говорят, точно решится вопрос, решится дело, да, то есть решится какое-то, может быть, судебное заседание, если все будет в вашу пользу. Может быть, какой-то рабочий вопрос. Так что можете не переживать. Значит, так, смотрите, еще вижу печаль, но не расстраивайтесь, потому что печаль находится далеко, видите, от основных событий. Поэтому здесь, скорее всего, это, знаете, такая печаль, она будет глубокая, но короткая, да, то есть когда вот мы переживаем, ну, буквально там 5 минут попереживали и забыли. То есть часто это какая-то вот встретили подружку, новость рассказала, да, то есть по телевизору где-то услышали, там, не знаю, в интернете, да, какую-то вот, прямо нас это тронуло, но мы уже через 5 минут забыли, потому что нас это не касается. Вот это часто, если выпадает печаль вдалеке от основных событий, так бывает. Так, сейчас я еще проверю горизонтали, дорогу еще вижу. Какая-то успешная дорога может быть у вас, видите, успех, дорога, результативная. Конверт нельзя. И здесь нет. Значит, получается, у вас в этот день точно будет прибыль, поступления финансовые, ожидания показывают, ожидание денег у вас. Однозначно будет успех, однозначно решение вопросов и может быть поездка. Да, это все прекрасно. И вот единственный минус – это переживания, но я думаю, что это какие-то переживания, которые не касаются вас лично. Поэтому вот такая информация для вас, левушки. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Сейчас посмотрим, что в дев. Двадцать 21 сентября. События дня для дев. Покажите мне, пожалуйста. Так, девы, 21 события дня. Среда. Сразу же поездка, дорога. Прям с утра какая-то дорога может быть. И исполнение желания. Классно, потому что цветочек выпадает очень редко.
исполнится ваше желание. Гости нельзя. Деловое общение также может быть в среду у вас. Ожидание. Время. Вам нужно обязательно будет следить за временем. Смотрите, да, показывает. Ожидание еще выпадает перед этим. Возможно, придется ждать очень долго до чего-то. Если вы едете, например, это может быть долго ждете, например, если это дорога на поезде, да, или на самолете, может быть, в зале ожидания будете долго сидеть. Могут так третьи события проиграться. Ну вот что-то со временем будет в этот день. Замок, видите, еще рядом выпадает. То есть из-за чего ждете? Потому что что-то закрыто, перекрыто. Проезд, дорога перекрыта. Еще может быть событие в месяце, то есть это то, что с вами каждый месяц повторяется, может быть 21-го. Угу. Так, ну здесь я не вижу больше ни по горизонтали, ни по вертикали совпадений я не нашла. Значит, у вас получается в этот день поездка, исполнение желания, деловое общение с кем-то. Ну, это работа, дела какие-то будете обсуждать. Ожидание. И однозначно ожидание будет долгим. Долгим, то есть тут надо быть к этому готовым, потому что если показывает будильник, да, то есть проблема со временем, мы либо спешим, либо ждем. Но раз выпал корабль, однозначно будете ждать, и ждать, скорее всего, будете долго. Изнурительное такое ожидание. Из-за чего даже карты подсказывают замок. Что-то закрыто, перекрыто. Возможно, да, рейс там отменяется, откладывается, задерживается. Если это на машине, то это какая-то пробка, да, то есть дорога перекрыта. Там, ну, вот какие-то такие, знаете, препятствия в дороге. И еще в этот день показывают, что может быть событие, которое каждый месяц повторяется. Возможно, это связано с делами, с работой, да, то есть вот могут тоже вместе проиграться эти два вот этих события. Так что, девы, вот такая у меня для вас информация. Но самое главное, что желание это исполняется, да, то есть есть хорошие события. Есть, конечно, нюансы, но это такие нюансы, которые можно, да, вот потерпеть, переждать, так сказать. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставлю для вас под этим видео в описании. Нажимаете, переходите, и мы встречаемся с вами во второй части. Если не знаете, где, как искать, можете оставить запрос в комментарии. Пишите, мне нужна ссылка на вторую часть. Я вам в комментарии оставлю. Жду вас во второй части.